Всем доброго начала дня. 17 мая Фонд содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан открыл прием заявок на участие в конкурсе грантов главы Республики Башкортостан среди некоммерческих организаций. О том, кто может претендовать на привлечение средств, говорим с генеральным директором Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан Люцией Юлоевой, заместителем генерального директора Романом Низамудиновым. Доброго вам утра. Рады видеть. Доброе утро. Доброе утро. Надеюсь, вы так же счастливы в нашей компании, как и мы ваши. Все взаимно. Абсолютно. Началась у вас горячая пора. Старт объявлен. И как есть уже реакция? Население наверняка готовилось. Те, кто ждал, те, кто давно хотел и готовил проекты. Да, этот конкурс был долгожданный, потому что мы сейчас отыгрываем всего 2 конкурса грантов в год. Уже поступило 111 заявок. Понятно, что они на процедуре регистрации, дополняют свои проекты. Мы в этом году увеличили количество дней приема. Это 30 календарных дней, в течение которых они могут направлять свои заявки. Ну, давайте вообще расскажем о конкурсе, что он себя представляет и кого мы приглашаем принять участие в нем. Мы приглашаем некоммерческие организации из Республики Башкортостан. Им должно быть не менее 1 года, и они должны осуществлять деятельность согласно как социально ориентированные некоммерческие организации. То есть это федеральный закон, региональный закон есть, который определяет направления. 9 направлений, широкие тематики различные, то есть все социально значимые проекты в Башкортостане мы ждем от некоммерческих организаций. Но у нас вообще очень много же активистов, которые хотят что-то делать, да, которым, казалось бы, вечно не хватает денег, куча хороших идей, а вот на что реализовывать это вы про меня вопрос. говорите, Бин Фарид, я понимаю. Активист, у которого куча идей, но не хватает денег. Но я не НКО. Вы не НКО, да. И тем более не социально ориентированная. И вы даже не успеете его зарегистрировать, нужен год. Вопрос такой, вот по опыту предыдущих лет, можем ли мы сказать о том, какие направления вот самые популярные среди активных общественников, да, и на которые хотелось бы обратить больше внимания, где, может быть, есть больше шансов выиграть? Самым популярным у нас является направление социальной защиты и поддержка населения. На 2-м месте это пропаганда здорового образа жизни и спорта. Ну, дальше уже семья, материнство, отцовство, детство, образование, культура, наука. Такие вот более общие. Но треть заявок – это соцзащита населения. А самое редкое? Самые редкие – это межнациональное, межконфессиональное согласие, вот такие направления, историческое, сохранение исторической определенной культуры в Республике Башкортостан. Ну, более узконаправленные. Да, они более узконаправленные, и там как раз-таки и профильные некоммерческие организации, их меньше, чем в остальных категориях. Роман, ну, если говорить о том, какие ошибки часто встречаются у тех НКО, которые подают заявки, то на что вы обращаете внимание? Насколько быстро они все это исправляют? И ведь есть же еще время, люди, может быть, вот на данном этапе составляют заявку, а там уже ошибка. Давайте предупредим. Да. Вот в этой части, Дим, ты правильно очень заметил. Мы такую большую работу подготовительную проводим сейчас на этом этапе, на этапе заявочной кампании как раз-таки. Вот. Такого никогда не было, когда фонд проводил образовательный онлайн-марафон. То есть мы накануне, как раз-таки перед стартом самого конкурса, провели онлайн-марафон, назвали мы его 7 шагов на пути, 7 шагов СОНКа на пути к гранту главы Республики Башкортостан. Вот. Заложили 7 основных тем для беседы, для разговора. Каждый вебинар где-то занял у нас до 1,5 часов времени. Вот. Поэтому, если говорить об ошибках, то все участники нашего конкурса могут посмотреть этот образовательный марафон и как бы минимизировать шансы на допущение ошибок. Вот. Если говорить конкретно уже об ошибках, то тоже такой некий анализ мы провели для себя. Вот, и хочется сказать, что иногда участники конкурса нарушают основное правило, да, то есть нашего конкурса и вообще правила социального предпринимательства, да, вот, социального проектирования, я даже так сказал. Вот. То есть сам проект и идея проекта должна состоять в том, что при минимальных вложениях мы должны получить максимальный социальный эффект. Вот. Если вот это ну, как сказать, равенство, да, соотношение не соблюдается, правила не выполнены. Да, то есть нужно какое-то еще софинансирование, то есть свой какой-то вклад, который вы можете, независимо от денег, да, вложить в реализацию данного проекта. Я правильно понимаю? Да, это приветствуется, но не всегда есть у некоммерческого сектора возможности для вложения. Да. Если что-то делать на природе, что не требует аренды помещений, да, каких-то дополнительных расходов, это как-то проще. Я дико извиняюсь, некий Элвин Грей не подал заявку на новый грант? Пока
Таких заявок не было. Но ждите осени. Возможно, Будем ждать. это произойдет. Что касается реально интересных примеров. Что вас удивляло, Да, возможно, были какие-то проекты, которые по-настоящему, вот вы, да, дали денег, но не ожидали, что будет такой яркий эффект, что проект заиграет. У нас таких проектов очень много. Более того, благодаря тому, что в прошлом году у нас 124 проекта победили, многие из них имеют уникальный эффект по России. У нас было запущено в рамках проекта «Дифмобиль» бесплатное такси для инвалидов, детей-инвалидов, в инвалидов Уфе? первой группы. Это по Уфе. То есть почти 3000 обращений, неожиданный эффект. Причем таксистами выступали сами инвалиды по слуху. Да, они проходили специальное обучение, и это было проще выстроить коммуникацию как раз-таки между пассажиром и водителем. У нас есть проекты, которые направлены на поддержку инвалидов в принципе по республике. Большое количество проектов на детей с различными заболеваниями. То есть мы приходили на места и видели, как реально они помогали детям в процессе реабилитации. Экологические проекты есть интересные, есть форумные, различные новые подходы. Самое главное, что каждый из них предполагает какой-то уникальный инновационный подход, в отличие от того, что было в практике проектов в предыдущие годы. Но если послушать вот этот ваш спич Лидского гимна, мы можем сделать, что у нас достаточно социально активное население, да, которое подает заявки на грант. Да, это однозначно. Мы первые в стране, в тройке по стране по количеству заявок на фонд президентских грантов. Поэтому неудивительно, что и в Республике Башкортостан у нас некоммерческие организации очень активно участвуют во всех кампаниях грантовых. Ну, вот год назад мы встречались и говорили о том, что вот эта вот активная часть, она, как правило, проживает в городах. Да? Ну, понятно, что Уфа, да, где Основная много часть. площадок для обучения, где это все как-то в тренде, молодежь у нас активная. Да? А удалось вот привлечь жителей городов и районов в республике, чтобы они тоже были активнее, чтобы они тоже привозили в свои районы деньги и реализовывали масштабные проекты? Из всех муниципалитетов, у нас 49 муниципалитетов республики, районов и городов подавали свои заявки. То есть действительно удалось к третьему конкурсу грантов 2020 года расшевелить, активировать местные Заразить организации. идеи, Да, пусть это возможности. небольшие гранты, 200, 300, 400 тысяч рублей, но они дают такой колоссальный эффект, который мы видим на местах. Реально он полезен, нужен этой целевой аудитории. Коллеги, Можно скажите... последний вопрос? Можно, Быстро, конечно. прям, Роман. Если люди заполняют заявки, да, в чем-то не уверены, они могут куда-то позвонить, проконсультироваться, получить обратную связь? С этим вообще никаких нет ни проблем, ни вопросов. Мы на всех конференциях, на всех выступлениях говорим о том, что фонд всегда держит свои двери открытыми. Вот, на все звонки мы абсолютно все, ничто не проходит мимо, все консультации проводятся. И контакты можно найти на сайте? Да, на сайте, на нашем сайте Фонда содействия гражданскому обществу, его несложно найти, а также на портале электронном, где вообще вся заявочная кампания проходит. Называется он Грант РБ, то есть в любом браузере набираем Грант РБ, самое первое, что выходит в поиске, это мы. Вот. Вся информация там. Спасибо огромное. Люция Юлуева, Роман Низамудинов были у нас в гостях сегодня, и они Спасибо говорят о том, большое. что заявки на грант принимаются до 15 июня. июня. Мы вас услышали. Спасибо, хорошего дня вам.